Как вы видите, здесь у нас уже станки, видите. Последние штрихи. К 1 сентября школа в селе Кутлы-Букаш откроет двери в обновленные классы. Ремонт проводится в 4 помещениях. Но самое главное, здесь установят современное оборудование для робототехники. Ученикам стало очень интересно. Сами делают роботы. Во-первых, прежде чем делать робота, нужно проект составлять, потом моделировать его, программировать. И, конечно же, с этими они своими наработками участвовали в республиканских конкурсах. На новую технику более 1,5 миллиона рублей, на ремонт более 700 тысяч. Такие средства выделили в рамках нацпроекта образования. Чтобы работы были закончены в срок, объекты контролирует рабочая группа депутатов. Сейчас начинается обучение тех преподавателей, которые как раз занимаются в новых кабинетах. 19 августа на 2 педагога уже едут. То есть Там график составлен четко. это тоже очень важно, потому что иметь стены, иметь оборудование это одно, но когда специалист подготовленный, работать на этом новом оборудовании это замечательно. А это уже Дом культуры в Юлсубино. Здание построили больше 40 лет назад. За это время и крыша протекать начала, и залы обветшали. Сегодня здесь ремонт идет в рамках нацпроекта «Культура». Планы большие намечены, до конца года и не только до конца года. Вот мы сейчас были в школе, обсуждали вопрос, что все хорошо, за исключением одного. Детей мало. Уже 30 августа зал на 180 мест планируют открыть для зрителей и местных коллективов. Люди приезжают у нас много из соседних деревень, из районов, из Казани приезжают, из Зеленодольска даже, из набережных Челнов. Народу много собирается. А вот излюбленным местом жителей райцентра уже стал новый сквер. Еще год назад здесь была проезжая часть, а теперь пешеходная зона. Всю территорию застелили вот такой вот разноцветной брусчаткой. Обустроили фонтан, совсем скоро он начнет работать. Все это было сделано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас ведутся работы во второй части сквера. Совсем скоро там откроется аллея славы героям войны. 16 монументов предусмотрено. В дальнейшем, когда мы все монументы перенесем на площадь второй очереди, то в верхней части тоже будут реконструироваться. В районе реализуют 3 нацпроекта. Их исполнение депутатов устроило. Говорят, они помогли снять проблемные вопросы. Учитывая то, что у нас в Рыбно-Слободском районе есть некоторые болевые точки, проблемные места, вот эти проекты, они стали и для администрации района некими такими точками роста, которые могут к себе притянуть еще много успешных проектов. Все изменения происходят по пожеланиям жителей. Уже на следующей неделе в республике откроют 13 новых садиков. Сейчас уже строят планы на 2020 год. По словам депутатов Госсовета, он будет не менее масштабным. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Рыбно-Слободский район.